Ранее вице-премьер-министр Равшанбек Сабиров провел совещание с представителями операторов связи по вопросу развития отрасли телекоммуникаций. Он отметил, что сегодня рост спроса на телекоммуникационные услуги отражается на увеличении потребления радиочастотного ресурса и в свою очередь приводит к его дефициту. И только правильно и рационально используя эти ресурсы, можно добиться развития отрасли телекоммуникаций. Ни для кого не секрет, что на сегодняшний день заложилась практика, когда компании, владеющие лицензиями на использование радиочастотного спектра, практикуют процедуру их передачи третьим юридическим лицам на договорной основе. При этом сами не развивают свои сети, а лишь держат ограниченный ресурс. Поэтому хотелось бы призвать всех операторов связи к эффективному использованию радиочастотного ресурса в соответствии с установленными нормами. Еще в начале этого года шла речь о том, чтобы начать тестировать технологию пятого поколения 5G, которая в разы могла бы увеличить объемы передаваемой информации и передачи данных. Но в связи с тем, что в стране вот такая ситуация случилась с пандемией, с коронавирусом, этот вопрос не сильно продвигался. Безусловно, мы будем тестировать эту технологию, безусловно, мы будем адаптировать наши технологии, наше оборудование под этот стандарт. Сейчас этот вопрос на повестке дня не стоит, то есть о коммерческом запуске технологии 5G мы не можем говорить, потому что сначала, скажем так, надо создать соответствующие условия для внедрения этого стандарта. Ранее в соцсетях и интернет-сегменте было много информации о том, что 5G вреден для здоровья человека. Специалисты заявляют, что данные об опасности высокочастотного излучения сильно преувеличены. Нужно донести до населения правильную информацию о том, насколько вреден или безвреден этот стандарт 5G. Мы придерживаемся такой позиции, мы стараемся везде и всем об этом говорить, что услуги передачи данных, связи через базовые станции, они не наносят вреда человеку. Можно сравнить влияние на организм человека с телевизором, который в 10 раз больше вреда наносит здоровью человека, излучение, чем любая базовая станция, которую мы можем с вами увидеть здесь непосредственно. Начиная с 2021 года межсетевое соединение станет 1 сом. Конечно, на пользователях это тоже отразится. Связь станет еще доступнее. Единственное, есть сложности в том, что в последнее время очень много возникает вопросов относительно эффективности использования частотного спектра. В некоторых случаях отбирают лицензии у операторов. Это сильно беспокоит инвесторов, потому что лицензии во всем мире выдаются от 10 лет и более. И чтобы можно было вложиться в оборудование, развернуть сети, через 5-7 лет они начинают окупаться. Это не сразу происходит, к сожалению. И в такой ситуации, когда операторы в середине процесса действия лицензии отзываются или какие-то возникают спорные моменты, возникает много вопросов со стороны операторов. И, конечно, нам бы хотелось, чтобы эти все процессы были, главное, прозрачны. Отметим, телекоммуникационные технологии являются основным драйвером развития экономики, и качественное развитие услуг операторов связи особенно важно на фоне увеличения потребностей в телекоммуникационных услугах. Бесспорно, интернет и связь на сегодняшний день являются неотъемлемой частью жизнедеятельности как граждан, так и страны в целом, отмечают эксперты. Азамат Кенжешев, Алтынбек Саакиев, Нью ТВ.